Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей в студии Саяхан Сенсаев, и сегодня в программе. Как проходят танцевальные будни легендарного ансамбля? Рамзан Кадыров в гостях у Вайнаха. Стремительный рост цен или попытка обмануть покупателя? Вы хотите купить яблоки. Ценники разные, как и сорта. Кассир может пробить вам самую высокую цену. Елизавета Чапханова о состоянии рынка и правах потребителей. Правильное использование силы духа и тела. Ему есть что показать, и у него есть чему поучиться. Эксперты Европейского союза дзюдо делятся опытом с чеченскими тренерами. Глава Чечни побывал на репетиции государственного ансамбля танца «Вайнах». Рамзан Кадыров наблюдал за исполнением нескольких постановок и сделал некоторые замечания. Также он отметил, что всемирно известный коллектив взял высокую планку, и поэтому необходимо строго ее поддерживать. Подробности визита у Ясмины Гацаевой. На репетициях танцевальных коллективов глава Чечни, частый гость, солисты ансамбля «Вайнах» принимает Рамзана Кадырова уже в стенах нового здания. Вместе с главой Чечни боец смешанного стиля Абдулкерим Идилов уже послезавтра ему предстоит выйти на ринг против бразильца Тиаго Монако. Поднимать дух чеченского спортсмена в этот ответственный вечер будет именно ансамбль «Вайнах». Идилов выйдет на ринг под звуки национальной музыки и зажигательный номер, специально подготовленный для этого поединка. На репетициях сильная половина ансамбля отныне будет в таких вот футболках с национальным рисунком. Рамзан Кадыров лично презентовал их и подарил коллективу. Dona, ja, zij keer dan. Nu is nog je maar ja dan. Je moest pas voor je dan. Ze kan het weer gaan. Als dan wij maar goed doen dan. Had ik het dat is op zin dan. Is niet nu. Zo'n halfgeest is er ook dus ik dan zo'n nou is dat pizza tijd is. Лирические и ритмичные, парные и одиночные. «Вайнах» показал гостям десятки танцев, в том числе и народов Кавказа. Ну а под занавес репетиций танцоры устроили настоящий национальный лоузер. Не обошлось и без замечаний главы республики, который строго следит за правильным исполнением чеченской лезгинки. Zo shitans goed, shitans goed dat dan. Daar concours daar bos dan, die grillen daar oosten dan. Ik zeg dan, ja, moeten we nog zo'n loze keppotten soort dan. Ансамбль «Вайнах» имеет богатую историю. За 75 лет творческой деятельности его солисты выступили практически на всех мировых площадках. Он считается одним из лучших танцевальных коллективов в стране. Теперь у них есть все необходимые условия и профессиональные педагоги. Это обязывает новое поколение танцоров трудиться еще больше, подчеркивает Рамзан Кадыров. Wat je dan, dat is dan. Dat je gewoon een repetitie dan, als wat ze dan, hoe mogelijk dat. Als je dit dan zo in het tijd, dat is dat, dat is die dat. Zo schrijf je maar dat is. Ga je graag bij resultaten maar ja. Als je ook hou je daar dan, je shot achter dan, als dan dus staat ja. Zo zal je stond wat je zo honderden wat je doet een USB zijn boy, iets honderden doet, zo wat dan. Kan je ook aan wat USB zijn. Hoe naar kan ik dan, op dat 75 show dus ook historie dus dan. Ook die we maken 12 na ensemble heel bos, ensemble dat dan. Пожалуй, одним из самых зрелищных номеров в репертуаре «Вайнаха» остается танец с кинжалами. В нем важно не только уметь танцевать, но и особый артистизм. Чтобы довести эти движения до автоматизма, требуется усердная работа над собой. Не каждый профессиональный танцор берется за этот номер. В ансамбле «Вайнах» его исполняет Адам Шабаев, который считается самым лучшим исполнителем этой постановки на Северном Кавказе. Admin надо, зарплата этого решения на бахва. Ясмина Гацаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Чеченские депутаты в ходе пленарного заседания приняли республиканский закон о порядке экспертизы муниципальных правовых актов. Также в Заксобрании одобрили инициативы по федеральным законопроектам и обсудили ряд актуальных вопросов в сфере экономики, инвестполитики и имущественных отношений.
И к другим темам. Итоги работы за предыдущий год подводили в региональном управлении федерального казначейства. Так, в прошедшем году на кассовом обслуживании ведомства был 241 бюджет федеральной системы. На исполнении находились более 2000 организаций клиентов, которым открыли около 5000 лицевых счетов. Для тех, кто не участвует в бюджетной системе, счетов было открыто в 4 раза меньше. Сумма поступлений в бюджетную систему страны в прошлом году составила 118 миллиардов рублей. Количество клиентов, применяющих данную технологию, составило по итогу 2014 года 1720 организаций, что составляет 77,8% от их общего количества. Для сравнения, в целом по Российской Федерации купейный вес клиентов в федеральном уровне, применяющих механизм автосанкционирования, составил в декабре 2014 года 55,6%. Таким образом, показательный период данной прогрессивной технологии в Чеченской Республике значительно превышает средний по Российской Федерации показатель. Региональное управление казначейства в прошлом году также перешло на кассовое обслуживание бюджетов. Это позволило усовершенствовать технологии оплаты. Повысилось и качество взаимодействия с клиентами и финансовыми органами. Управление также эффективно обеспечивает введение реестра банковских гарантий. Часто первое впечатление от покупки омрачается еще до того, как покупатель выйдет из магазина. Речь идет о тех случаях, когда стоимость, указанная на ценнике, расходится с той, что выдает кассовый аппарат. В Роспотребнадзоре заявляют, что это не что иное, как обман и прямое нарушение прав потребителя. Что делать в таких ситуациях, выясняла Елизавета Чепханова. С нарушением прав в качестве потребителя Луиза Юнусова столкнулась не где-то на рынке, а в одном из солидных магазинов, когда выбирала пиджак брендовой марки. Цена, которая стояла на этикетке, пробилась по кассе совсем по другой цене. И на вопрос, почему так с ценами, то есть цена была уже завышена, мне ответили, что они забыли поменять ценники, и я не стала ничего уточнять, чтобы, знаете, не создавать какие-то лишние проблемы себе. В подобных ситуациях большинство людей, как и Луиза, чаще всего отдают деньги и уходят. Однако именно на таких пассивных покупателях недобросовестные владельцы магазинов либо продавцы получают сверхвыручку. Когда сумма, указанная в ценнике, не совпадает с той, что выдает чек, покупатель вправе требовать продать товар по заявленной стоимости. В подобных случаях закон на стороне потребителя. Это квалифицируется по статье 14.7 Кодекса об административных правонарушениях. Обман потребителя. То есть получается, есть объявленная цена в соответствии требований правил продажи отдельных видов, а на кассе взяли цену завышенную. Получается обсчет потребителя. В этом случае я советую потребителям сделать фотоматериал или видеозапись. Сегодня такие возможности есть. И документ, подтверждающий факт покупки. Вот эти два документа и обратиться в уполномоченную службу, то есть в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора. Согласно закону, на ценнике должна быть указана не только стоимость, но и полная информация о товаре, то есть его наименование, сорт, если есть, цена за единицу или килограмм, а также масса продукта. Бывает и такая ситуация. Например, вы хотите купить яблоки. Ценники разные, как и сорта. Кассир может пробить вам самую высокую цену. В таком случае вы можете обратиться к менеджеру, чтобы он показал вам, что сколько стоит. При покупке товара, особенности продовольственных товаров, то есть от качества продукции зависит здоровье каждого из нас, чтобы они внимательно изучили информацию о товаре и об изготовителе. Что туда входит? Это наличие информации о дате изготовления, срока года, о противопоказаниях, о составе продукции. Если у них возникают обоснованные подозрения насчет качества товара, за ним есть право в соответствии требований закона о защите прав потребителей и правил продажи отдельных видов товаров потребовать документ, подтверждающий качество и безопасность данной продукции. Нарушением прав потребителя также является отсутствие ценника. Только с начала 2015 года прокуратурой Чечни выявлено более 100 фактов реализации продуктов питания без указания цены. Нарушители привлечены к административной ответственности. В ходе проверок, которые прокуратура республики организует с привлечением специалистов уполномоченных органов, а это представители местных администраций и одновременно Роспотребнадзора, выявляются нарушения параллельно. Обман потребителей, то нарушение, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях, а также нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Потребитель, который вправе рассчитывать на достоверное доведение до него сведений о цене товара, попросту на полках не видит ценника.
Вот это нарушение, в общем-то, серьезно карается административным законом. Если факт обмана доказан, то продавец обязан вернуть покупателю разницу в цене. Кроме того, сотруднику и владельцу магазина придется выплатить административный штраф в размере от 3 до 50 тысяч рублей. Елизавета Чепханова, Халид Мавсаев, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости. Министерство труда республики будет оказывать продовольственную помощь подопечным социальных центров. В Грозном ведется строительство теплицы по выращиванию помидоров. Овощи сотрудники Минтруда планируют раздавать малоимущим семьям. Уникальность проекта еще и в том, что в качестве грунта используется заморский кокосовый чернозем. В руках у рабочего не подарок, а кокосовый чернозем. Он практически на вес золота. Будущий урожай овощей, в том числе помидоров, будет расти в этом грунте. А он, по мнению специалистов, самый лучший. На 5000 квадратных метрах совсем скоро появится, если можно так сказать, социальная рассада. Ведь овощи, по задумке Минтруда, будут поставляться незащищенным слоям населения. Например, сиротам и инвалидам. Излишки планируют продавать на внутреннем рынке. Кокосовые стружки удобрения, индир, помидор, К строительству теплицы приступили в декабре. Сегодня осталась самая малость. Необходимо провести отопление. Строгий температурный режим будет поддерживаться благодаря полиэтиленовому покрытию греческого производства. Специальный антикапельный слой защитит от образования росы. Кроме того, такая пленка пропускает максимум света. В ближайшие в конце апреля, середине Одна из самых больших теплиц в республике разделена на 7 секций. В каждой из них весной планируют высадить без преувеличения 3000 кустов помидоров. И все это будет расти на специальном субстрате. Заботиться о будущем урожае будут 15 человек. На данный момент ведутся примерно работы по кровле. Потом будет настил шифера, профиль. Потом стяжка. Потом внутренняя обделка пойдет, ламинат. Потом вагонка, скорее всего. И вот так по очередности. Сегодня рядом с теплицей возводят административный корпус с пищеблоком и комнатами отдыха для работников. Уже через год тепличное хозяйство планируют расширить, если дело пойдет на лад. Здесь же построят большую теплицу, но только под огурцы. Алевтина Бонадыкова, Халид Мавсаев и Зелим Закаев. Новости. Газета «Терская правда» отметила свой юбилей. На протяжении уже 80 лет печатное издание Наурского района пользуется популярностью и доверием среди местных жителей. На их страницах отображаются все общественно-политические события района, проблемы и праздники. Поздравил коллеги наш корреспондент Ахмед Джабраилов. Вот уже 30 лет она пишет обо всех заметных событиях в Наурском районе. Но сегодня ветеран печатной прессы Кока Бадулова спешит не на задание редакции, а в местный дом культуры, где отмечают юбилей газеты, в которой она работает. Терской правде исполнилось 80 лет. То, что на сегодняшний день нас читают, то, что к нам люди идут с какими-то проблемами, то, что ждут от нас помощи, и в чем-то мы помогаем им, может быть, не во всем. Я думаю, это уже наше признание. На празднование юбилея пришли коллеги из республиканских изданий, депутаты парламента, директоры, педагоги, учащиеся школ. В своих выступлениях гости особо подчеркивали то, что Терская правда собрала практически всю историю Наурского района. Когда знакомишься с содержанием газеты, безусловно, никаких сомнений не вызывает тот факт, что в этом коллективе работают уважающие, любящие свой участок, свою газету, свой район люди. Я в этом нисколько не сомневаюсь. За многолетнюю работу ветеранов печатного издания наградили нагрудными знаками парламента за вклад в развитие районных СМИ. А всему коллективу газеты вручили благодарственные письма. Листая газеты, прослеживается вся история района, становление района, люди, которые трудились, приумножали богатство этого района. Первый номер «Терская правда» вышел в свет в 1935 году, но тогда газета называлась «Ленинский путь». Уже в 1963-м издание получило свое нынешнее название. У районной газеты не только богатая история, но и солидный тираж – 2000 экземпляров каждый месяц. Ахмед Джабраилов, Рамзан Хагуев, Хаваджа Мунаев, Эдини Хаухаров. Новости. Усталость, плохое настроение и вечные проблемы. Часто люди находят много оправданий своим неудачам. Но это не про героиню нашего сюжета, для которой отсутствие зрения не помешало построить счастливую жизнь. О женщине, которая дарит людям надежду, Луиза Батыжева. Что такое Африка? Нет.
не город. А что это было? Материк. Учитель коррекционной школы для слепых и слабовидящих детей Раиса Даева никогда не видела своих учеников. Она сама лишилась зрения еще в детстве, но не опустила руки. Наравне со зрячими сверстниками поступила в университет, на отлично защитила дипломную работу и стала учителем математики. После переквалификации занялась развитием детей с нарушением зрения. Социальные предметы с ними было, конечно, мне намного легче, потому что я дома их прослушивала, записи на кассетах. Или же там выписывала их дома и учила. А вот по математике уже было сложно, потому что диктофон записывал только словесные тексты. С доски надо было уже дополнительно вписывать дома. И в этом случае мне сестра помогала. Для этих ребятишек Раиса вторая мама. На ее уроках нет проблем с дисциплиной. Она не видит глазами, но видит сердцем, говорят про нее ученики и коллеги по работе. Направление работы у нас одинаковое, поэтому Раиса для меня здесь самый близкий человек. Мы с ней очень дружны, помогаем друг другу в работе. Чтобы помочь дочери справиться с потерей зрения, родители Раисы постарались сделать все возможное. Они начитывали ей сотни книг, провожали и встречали с занятий. Здравоохранение, смечкану или ашхабад елерц уиштоцнах термети далу дайгайтулю или дак. Сатакчуя уцуэли. Ой даял Дагестана ён и школ. Ехай направление или туда. Цар диклилай, чо дик школа яр. Элхум да царцан, так сот я яхч. Тига болч учитель школа стюк. Мамаша, скажи, у тебя остальные дети, как Раиса, так все хорошие, оларчик. Дам да цар. Многие незрячие люди не могут найти работу или устроить личную жизнь. Но это не про нее. Раиса Даева смогла трудоустроиться и выйти замуж. Сейчас у нее 2 детей. Всю работу по дому женщина с удовольствием выполняет сама. Ежедневно, без посторонней помощи, она отводит старшего сына в детский сад, едет на работу, а вечером готовит различные блюда. Нас к этому в школе учили. У нас тоже в школе должны быть такие же уроки. Просто у меня кабинет еще не до конца оборудован. Общению с детьми Раиса уделяет особое внимание. Они, в свою очередь, тоже рады пообщаться с мамой, а также порадовать ее подарками. Сын Абубакар для самого близкого человека готовит открытку, сделанную своими руками. Луиза Батыжева, Халажи Мунаев, Тамерлан Арсенукаев. Новости. Воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» вернулись с очередными достижениями с чемпионата России по дзюдо, который прошел накануне в Ижевске. Копилку спортивных достижений пополнили золотая, серебряная и бронзовая медали. Добиться таких результатов в турнире, где представлены лучшие спортсмены со всей страны, стало огромным достижением для чеченской сборной. Золото своей команде принес Турпал Тепкаев, который выступал в весовой категории 81 килограмм. Кроме того, по итогам чемпионата страны 6 чеченских дзюдоистов заработали путевку на Кубок Европы в составе сборной страны. Первый раз я в России. Он хорошо здоровье. Турпал тренировался, готовился усиленно. Это у него первый старт молодежный. И, по моему мнению, он очень хорошо выступил. Японское боевое искусство становится все более популярным в регионе. В Грозном проходит семинар по дзюдо для тренеров республиканских и других спортивных школ СКФО. Ведущие мировые эксперты в течение 2 дней проведут мастер-классы для чеченских спортсменов. Слово Хамзату Аюбову. Айнуди Исакова дал спорту большую часть своей жизни. Призер клубного чемпионата мира 1981 года и своих 60 лет 35 он отдал работе наставника. Но сегодня заслуженный тренер в роли обычного спортсмена сам принимает наставления. Учиться никогда не поздно. На сегодняшний день приехали более опытные тренера. И учиться, я думаю, каждому есть чему у таких людей, как вот приехавшие наши гости. Что-то можно упустить, а вот мы потом уже свой внутренний семинар сделаем, все будем вот это по новой проходить, повторять. Но пока все еще есть возможность и вживую посмотреть на работу известных мастеров. Профессор университета Цукуба, двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Хиротака Акада показывает, как эффективно переходить на удержание. Постарайтесь здесь контролировать, грудью.
Своим опытом делится и старший тренер сборной России. Семинар направлен на спортивных наставников, работающих с детьми от 8 до 12 лет. Желающих познакомиться с японской школой в республике оказалось немало. I'd like them to know the principle and the basic skills in judo. В Чечне очень сильная школа дзюдо, очень сильные борцы. При этом у них такой свой немножко стиль. Он говорит, но мне кажется, что очень важно еще и донести до тренеров базовые методы японского такого стиля, классического дзюдо. Бесценные навыки получают сегодня не только опытные наставники, но и совсем молодые. Асланбек Албаев и сам выступает как успешный спортсмен, но параллельно начинает и тренерскую деятельность. Тренерская работа мне нравится, потому что я могу учить ребят чему-то новому, чему-то я сам знаю, и чему-то новому я сам у них учусь. Сложнее тренерская работа или карьера как спортсмена, то я бы сказал, тренерская работа более ответственная. Приехали очень великие мастера. За этот час увидел очень многого. Конечно же, все навыки, все, что я сегодня узнал, я буду учить своих учеников. Приезд таких выдающихся тренеров в Чечню прошло по инициативе президента Федерации дзюдо СКФО. Ближе к концу тренировки в зале появился и сам Амурди Эдельгириев. Вершин подход мой за верш мой амуди за самоволю лавр. Говорит, что как специалист технику венок. Ой, тренер шина пайдахер бу. И что СКФО бахкин шина пайдахер бу ал. Поэтер бастиал. Чеченская республика для проведения семинара выбрана не случайно. В регионе наиболее активно развивается дзюдо. И более того, Чечня в этом виде спорта имеет немало достижений, особенно на молодежном и юношеском уровнях. Такие высокие специалисты высокого класса, как мистер Акада, дорогого стоят. И тот факт, что он сегодня рядом с нами, конечно, говорит о том, что, во-первых, данному региону необходим этот семинар. И господин Акада, как уже ранее пояснил, с большим удовольствием приехал, с большим удовольствием демонстрирует тот материал, который мы видим сегодня. Спортивные семинары в республике будут проводиться и в будущем. Первый опыт поможет перейти на более высокий уровень и собрать больше участников, считают организаторы. В республике семинар такого уровня проводится вообще первый раз в истории дзюдо нашей республики. Сегодня семинар у нас проводится под руководством Европейского союза дзюдо, Федерации России. Событие это очень значимо. Эксперты Европейского союза дзюдо свой мастер-класс продолжат и завтра, ну а первая тренировка закончилась, как и принято, общим поклоном. Хамзат Аюбов, Мурат Эльбукаев, Луиза Юнусова. Новости. Профессиональный чемпионат Меркурий по смешанному боевому единоборству ММА стартовал в Черкесске. Более 20 бойцов из Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии и Чечни оспаривают звание лучшего в 5 весовых категориях. Нашу республику представляют бойцы известного в России спортивного клуба «Ахмат», а также спортсмены «Беркута». Финал соревнований состоится в столице Карачаева-Черкесии в мае. Турнир проводится впервые, однако организаторы планируют сделать его ежегодным, причем не только в масштабах Северного Кавказа, но и всей страны. Изначально мы задумывали его как старт для молодых спортсменов, которые закончили любительский, уже классом выросли уже, и поэтому была задумка вот такая. И вот мы сегодня первый турнир мы провели. Для начала мы решили попробовать себя четверку, то есть 4 команды из Северокавказского региона. Сейчас будет отбор финалистов, который мы планируем, если все будет хорошо, провести на 9 мая. На этом у меня все. Вам спасибо за внимание. Оставайтесь Грозным.